Сагран-Ата. Во всех окрестностях вокруг Кокшетау когда-то был очень известен своей мудростью Сагран-Ата Аксакал, которому в середине 20 века было уже очень много лет. Аксакал происходил из рода Аргын-Караул-Канай. Невзирая на жесточайшие безбожные советские времена, жизнь этого глубоко религиозного мудреца была исключительно по канонам наших предков, и ему ничто не могло помешать. Старец был религиозным ученым и очень набожным. Также, со слов историков-знатоков родословных, тогда он был одним из наиболее знающих шежре. Мог сутками наизусть излагать о разных ветвях и истоках казахских родов, где при этом подробная информация изобиловала достоверными именами и точными датами. Со слов легендарного аксакала Баяна Жангалова, Сагран-Ата был великаном, ростом более 2 метров и обладал громким низким голосом. Также он, свободно беседуя, мог за один присест съесть крупного барана целиком. Примечательно, имя Сагран происходит от арабского слова «сагир» – «маленький», а в результате спряжения всевременного глагола, уже являясь масдар, значит быть маленьким. Видимо, при рождении малыша не знали, что он будет гигантом. Также мой отец отмечал, когда разговаривал Сагран-Ата, было ощущение, что его голос звучит откуда-то из-под земли, и от этого его мудрые слова сильно воздействовали на собеседников. Тогда, когда у старца были еще обе руки, одной из которых он со временем лишился, попав под поезд, как обычно, аксакал в гостях сидел на почетном месте за дастарханом. Там получилась заминка по поводу того, кто будет нарезать мясо. Все напрочь отказывались, вероятно, робели перед старцем, опасаясь, если допустят оплошность, получить замечание. Заметив это, аксакал начал сам нарезать мясо и преспокойно есть, не делясь с остальными ни единым кусочком. Никто не смел возразить, и все молча наблюдали за неспешной трапезой почтенного старца. Когда, по-видимому, уже достаточно наелся таки, он все же бросил несколько кусочков мяса в середину оставу. Тогда еще молодой Баян-Ата шутку сказал, чтобы Сагран-Ата съел и те брошенные куски. Типа, нарезая мясо от занятости, аксакал мог не успеть покушать. Все окружающие мужчины дружно рассмеялись от этой острой, но доброй и брутальной шутки. Рассмеявшись, аксакал в упор оглядел всех сидящих вокруг, затем, собрав гигантскую ладонь и те куски, тут же положил их себе в рот и съел. Остальным только оставалось попить сорпу и разойтись голодными. После того показательного случая впредь все те мужчины уже наперегонки доставали свои ножи и старались начать нарезать мясо. Проучивший всех Сагран-Ата, всегда глубокомысленно улыбаясь, торжественно приступал к приятной трапезе. Так раньше великие учили уважать наши традиции. А вам так делать слабо? Этот рассказ я написал в 2015 году. Мне еще много что есть сказать. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал.